2014 году Абхазия вошла в пятерку самых популярных направлений по числу выездных туристских поездок россиян. Об этом говорится в статистических данных Росстата. Данные 2015 года пока не опубликованы, но судя по большому наплыву туристов в этом летнем сезоне, республике удалось удержаться в этой пятерке. В Абхазии побывало более миллиона отдыхающих из России. В этом году, по нашим подсчетам, по грубым подсчетам, конечно, к нам приехало с целью отдыха, с целью отдыха имеется в виду те, которые отдыхали в Абхазии, ночевали хотя бы один день, около 700 тысяч туристов, и около 600 тысяч туристов к нам приехали с целью экскурсий, однодневных экскурсий. В общей сложности в Абхазии побывало за короткий курортный сезон 3-4 месяца от 1 300 000 до 1 400 000. Почему такая грубая такая поправка в 100 тысяч? Потому что я уже об этом неоднократно говорил. Мы ведем точный учет в гостиничном секторе, дома отдыха, пансионатах, но в частном секторе, где отдыхает львиная доля туристов, около 70%, мы этого точного учета пока вести не можем. За один курортный сезон бюджет Абхазии получил до 350 миллионов рублей. Это на 100 миллионов больше по сравнению с прошлым годом. Это от прямых доходов. Это гостиницы, это дома отдыха и экскурсии. Помимо этого, в доход государства от туриста идет еще и косвенный налог. Косвенный доход от транспорта, от объектов питания и так далее, и так далее. Это в общей сложности это будет намного больше. При хорошем финансировании отрасли, повышении качества обслуживания и грамотном пиаре Абхазия может в следующем году составить конкуренцию Сочи и Крыму на фоне событий вокруг Египта и Турции и девальвации рубля. Но задача стоит не только в увеличении количества отдыхающих, но и в привлечении платежеспособного туриста. Россия строит мост на полуостров Крым, она тянет туда инфраструктуру. Естественно, она будет заинтересована, чтобы российский турист поехал к ним. Мы должны строить другое, мы должны строить отношение к туристу, правильное отношение к туристу. Если они строят мост на Крым, мы должны строить отношения к туристу своим гостеприимством. Самая простая формула туризма во всем мире – это качество и безопасность. Естественно, на третьем месте это услуги. В этом году, с учетом того, что мы приняли такое большое количество туристов, тем не менее, многие службы, с которыми мы взаимодействуем, а министерства и должны взаимодействовать, потому что турист – это живой человек, и посещая чужую страну в целях отдыха, он должен быть защищен, должна работать медицина, Министерство здравоохранения, МЧС и многие другие службы, которые необходимы для того, чтобы он здесь чувствовал себя комфортно. По итогам успешного курортного сезона удалось начать ремонтные работы в некоторых высотных корпусах, входящих в комплекс курорта Пицунда. Планируется провести перепланировку в номерах с частичными удобствами и благоустроить прилегающую территорию. Все работы должны быть завершены к началу следующего летнего сезона. Несмотря на очень высокие показатели по загрузке, значительная часть нашего номерного фонда – это так называемые номера без удобств, которые пользуются малым спросом и, естественно, очень низко оплачиваются, они практически становятся нерентабельными. По этой причине, ввиду необходимости уже вследствие того, что давно уже пришло время, когда в номерах должны быть удобства, и ввиду необходимости повышения рентабельности номерного фонда и повышения эффективности работы предприятия в целом, нами было принято решение о проведении ремонтных работ. Конечно, требовалось бы проведение более высокого объема работ, более серьезных капиталовложений, но, к сожалению, на данный момент мы такими средствами не обладаем.
Одним из важных пунктов в разрабатываемой в Абхазии стратегии развития туризма является сельское хозяйство. Это направление нужно рассматривать в связке с туристической отраслью, поскольку выращенная в республике продукция может обеспечивать все объекты санаторно-курортного комплекса, убежден Автандил Гарский. Подсчитано, что только мясных изделий Абхазия ввозит около 5000 тонн в год. Это нужно для того, чтобы турист, который приезжает к нам, был удовлетворен продукцией, экологически чистой продукцией, а у нас есть все условия для этого. Но есть еще и другой, более важный фактор. Это создает нам экономику. Почему? Потому что те деньги, которые у нас остаются после курортного сезона, и во время курортного сезона, кстати говоря, они не остаются в Абхазии. То есть они в обороте в Абхазии не остаются, к удивлению, может быть даже не к удивлению, потому что мы покупаем эти продукты не у себя дома. Мы должны эти продукты покупать у себя дома. Тогда наша страна не будет экономически уязвимой. А мы вынуждены всю продукцию, продукты питания покупать за рубежом, покупать в России, покупать в Турции. Проблему пробок на границе по реке Псо, которая каждый курортный сезон создавала огромные неудобства и для отдыхающих, и для жителей республики, в этом году удалось частично снять. Те проблемы, которые существовали на границе, связаны с переходом, с тем, что должны были быть задействованы все кабины на пешеходном переходе, а там их 14 и 6 на транспорте, всего 20, то эти проблемы были совместными силами решены. В самый пик сезона они работали. Должен сказать о том, что особенно это касается транспорта. Естественно, в самый пик скопления транспорта, но тем не менее пробок не было, то есть оно двигалось, очередь не стояла. Помимо этого было решено запустить поезда дальнего следования, которые также немного сняли напряжение. Могу назвать цифру, которая в районе 100 тысяч было перевезено в этом году поездами. Кстати говоря, вот мы на будущий год ведем переговоры о том, чтобы также были использован морской путь, то есть катамараны и паромы. Это намного разгрузит туристический поток в Абхазию. Состояние пляжа – один из факторов успешного курортного сезона и комфортного пребывания гостей. Их предстоит оборудовать и улучшить инфраструктуру. Пляжный бизнес считается одним из самых рентабельных. Возможно, и в Абхазии он станет привлекательным для частных предпринимателей. У нас должны быть пляжные комплексы. Вот как вы видите, наверное, на фотографиях, на картинках в других странах, где туристу, отдыхающему, который пришел на берег моря, загорает, предоставляются какие-то услуги. Там не только раздевалка, не только там душевая, но и много еще чего другого, там и там тенты, и лежаки, и возможность перекусить, и выпить, и заказать билеты, возможно. Вот много чего нужно делать. Для этого нужно, наверное, такой подход экономически правильный. То есть этим должен заниматься бизнес. Потому что это не может быть, государство не может взять на себя все эти пляжи и финансировать. Вы наверняка мониторите социальные сети и читаете отзывы туристов, которые побывали в Абхазии. Можно сравнить прошлогодние отзывы этого года? Изменилось ли что-то в отзывах? Я смотрел этот год и последние 2 года. Они мало чем отличаются. Наши основные проблемы – это из года в год, которые указываются, это граница, мусор, собаки и туалеты. Вот 4 основные проблемы, на которые, кстати, указывают нам и те, которые приезжают во время рекламных туров.
во время рекламных туров, как вы знаете, приезжают нам представители турфирм, туроператоры, которые своими глазами хотят увидеть Абхазию, а потом, естественно, они присылают сюда туристов. И они указывают на вот эти проблемы. В самой гостинице, на территории гостиницы отзывы хорошие. Но стоит им выйти за территорию гостиницы, вот эти отзывы, они как бы теряют в весе своем, то есть оценка падает. Далеко не все гостиницы и пансионаты Абхазии готовы принимать туристов зимой. Тем не менее, большое количество туристических путевок в места размещения с 25 декабря по 25 января в период новогодних каникул уже реализованы. Многие гостиницы в Абхазии, которые работают в зимний период, тоже все места забронированы. Также в зимний период, в эти зимние каникулы к нам ожидается большое количество экскурсий, экскурсантов. Ну, говорить о количестве, наверное, боюсь ошибиться, но вот в прошлом году у нас было до 20 тысяч туристов в зимний период. Я думаю, что в этом году будет не меньше, если не больше. Уже сегодня идет активная подготовка к следующему курортному сезону. В бюджете заложена целевая программа развития отрасли, в которой речь идет о создании туристско-информационного центра. В нем будет вся информация о туристических объектах республики, фотогалерея, описание маршрутов и много другой важной информации. В планах производства сувенирных изделий. На завершающей стадии разработка навигационной карты для автолюбителей и пешеходов. Будут организованы пресс-туры для журналистов, но предстоит сделать много шагов для формирования положительного курортного имиджа страны. И в этом направлении нужно поработать всем. Елена Лола, Алексей Агуха, Саид Агуха, Абхазское телевидение.